што ж, і зараз гэтую тэму мы працягнем у размове з нашым наступным экспертам. Гэта Іван Ступак, вайсковы эксперт, былы супрацоўнік СБУ Службы бяспекі Украіны. Іван, прывітанне. Да, здравствуйте, спасибо за приглашение. Давайте пачнем, можа, вот з гэтай трагічнай навіны апошніх дзён, калі Расія нанесла ўдар па Крывому Рогу на фоне так званых перамоваў пра замірэнне. Мы бачым гібель мірных жыхароў, дзяцей. Па-вашаму, пра што гэта сведчыць? Гэта было ў рамках іхніх звычайных удараў, якія яны час ад часу наносяць, ці гэта нешта было, як нейкае пасланне спецыяльнае? Я думаю, про послание уже речь не идет. Никакие послания не актуальны, не важны, не интересны. Это, как они называют, текущая работа по поражению целей на территории Украины. А мы с вами прекрасно увидели, как попали не в военных, не в каких-то наемников, не каких-то иностранных инструкторов, попали в детей, попали в мирное население. То огромное количество журналистов, которые присутствовали на месте, они не смогли увидеть ни ботинка, ни кепки, ни фуражки, которые могли принадлежать военным, не знаю, украинским, иностранным, только дети, только гражданское население. Поэтому это снова и снова очередной удар по каким-то объектам, которые Российская Федерация считает военными, но по факту они есть гражданскими. К сожалению, это было раньше, к сожалению, это будет еще длиться в течение этой войны. Сколько она будет продолжаться? Прэзідэнт Зеленскі ўжо выказаў такую, скажем, крыўду пра тое, што ЗША не адрэагавалі на гэты удар па Крывым Розе дастаткова, скажем, адэкватна, як бы ён хацеў, як бы хацелася, можа, всему свету. Ці не было, можа быць, мы упусцілі нейкай рэакцыі, і як у краіне ацэньваюць цяперашнюю пазіцыю ЗША? Мы прекрасно видим, позиция США, она стала немножко больше похожа на страусиную. Поясню, в каком виде. Даже посол Соединенных Штатов Америки в Украине, она прокомментировала этот удар, сказала, вот удар, вот люди погибли, но она просто очень аккуратно забыла название страны, которая нанесла удар. То есть из ее текста складывалось впечатление, что просто какая-то неизвестная страна, неизвестная организация ударила по Кривому Рогу. То есть мы видим политику Соединенных Штатов такая: не ссориться с Российской Федерацией, обойти ее стороной. Как мне кажется, возможно, я предполагаю, могу ошибаться, это часть стратегии дать возможность Российской Федерации, лично диктатору Путину, пространство для маневра, возможно, показать, что смотри, у тебя есть свобода, да, мы тебя не обвиняем, мы на тебя, по крайней мере, сейчас не накладываем какие-то большие ограничения, но если ты не будешь работать в том ключе, в котором мы видим, не будет там достигнуто какой-то договоренности, то мы оставляем собой право нанести по тебе удар санкционным оружием в таких размерах, каким посчитаем нужным. В Украине, к сожалению, не то, что к сожалению, нет, я констатирую, в Украине очень такое снисходительное отношение к США. Мы видим, что там происходит, мы видим, какая политика Дональда Трампа к бизнесу, к своим соседям, поэтому ничего удивительного нету и никаких обид. То есть такая ирония от того, что происходит. Был большой союзник, но, к сожалению, сейчас превращается просто в нейтральную страну. З гэтага пункту гледжання, як на сёння, бо сітуацыя мяняецца кожны дзень, як на дадзены момант нашага інтэрв'ю ацэньваюць у Кіеве магчымасць таго самага часовага хаця бы замірэння, пра якое ідуць перамовы апошнімі тыднямі? Я вам теперь скажу очень большую информацию, которой, возможно, сейчас еще нету в публичном пространстве, следующим образом. Идет большая работа к тому, чтобы действительно на горизонте конец весны, начало лета 2025 года снизить в несколько раз интенсивность боевых действий, а в максимальном случае даже выйти на какие-то мирные переговоры. Причем не просто какие-то частичные договоренности, а именно всеобъемлющее масштабное соглашение. И ключевым аспектом в этом будущем соглашении укладывается энергетика. Энергетика, газ, нефть Российской Федерации, которые, по видению американцев, должны поставляться снова в Европейский Союз с использованием Nord Stream 1, Nord Stream 2, которые сейчас повреждены, но вы прекрасно знаете, что идет переговорная работа американской стороны в лице бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Германии господина Грюнелла, по тому, чтобы выкупить частными инвесторами американскими эти газовые нитки, вернуть газоснабжение из Российской Федерации в Германию, а потом в Европу, вернуть нефтепровод «Дружба», который идет
из Российской Федерации через Беларусь, и там есть северная ветка, идет в Польшу и Германию, есть южная ветка, которая ведет в Венгрию, Словакию и в Чехию, вернуть их в активное положение. То есть нефть, газ должны работать. И я знаю достоверно, что сейчас это вот краеугольный камень, о котором ведутся сейчас переговоры Европейским Союзом, Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, и ключевым условием будет прекращение ведения боевых действий, и тогда возобновится снова газопоток и нефтепоток из России в Европейский Союз. Калі казаць И пра что еще больш очень важно? да, каляска. Апошняя Последнее, рэпліка. что еще Да. очень важно, что сейчас немецкий регулятор до 9 числа ограничил процедуру банкротства Nord Stream 1, Nord Stream 2. И, насколько я знаю, политическим руководством Германии уже есть между собой консенсус, что мы снова запускаем эти газовые потоки. Это можно сделать. Поэтому я предполагаю, что ориентировочно в мае месяце мы услышим первые новости о том, что газовые потоки готовятся к восстановлению, готовятся к приобретению, и вот это будет процедура возврата Российской Федерации, к сожалению, снова в большую игру. Хотя с другими уже цифрами, другие цифры по деньгам, которые они могут зарабатывать, намного меньше будет. Калі казаць больш стратэгічна вось пра тую тэму, якая была в нашым сюжэце, пра ролю Европы і пра тое, што на фоне таго, што палітыка Амерыкі змянілася, як вы сказалі, это стала нібыта як нейтральная краіна, такой вялікай дапамогі Украіны, магчыма, ўжо не будзе з боку Вашынгтона, то па-вашаму, ці па адчуванню, скажем, афіцыйнага Кіева, ці верыце вы, што Еўропа гатова пераняць вось гэтую ношу лідарства в Европе і лідарства в гэтай вайне па дапамозе Украіны, ці все-таки, як многія выказваюць на гэты конт скепсіс, ці гатовы яны абараніць і Украіну, і патэнцыйна сябе, бо многія кажуць пра пагрозу Расіі самой Европе? Шикарный вопрос. Отвечаю. Я вижу, что Европейский Союз, отдельные страны Европейского Союза готовы брать на себя такую ответственность. Они готовы быть risk-takers. Великобритания, Франция, Германия. Обратите, пожалуйста, внимание на Германию. Впервые с 1933 года, внимание, 1933 год, кто помнит историю, тот сразу поймет, о чем речь. Германия объявила о масштабном перевооружении своей армии. 500 миллиардов евро, которые будут выделены на реконструкцию немецкой армии. То есть страны, которые берут на себя ответственность. Мы прекрасно понимаем, что не знаю, там, Греция, Португалия, Испания, им не до этого. Это южные страны, у них туристы, им не нужна никакая война, но страны, которые большие, которые граничат с Российской Федерацией, которые граничат с Украиной, которые осознают, какая угроза идет от Российской Федерации, они готовы вкладывать деньги в свою оборону. Да, это будет не скоро, я предполагаю, это ориентировочно горизонт 5-10 лет. Ну, то есть первые 5 лет будет трудно, но потом действительно Европа выйдет на такие заданные параметры, и я думаю, этот паровоз уже нельзя будет остановить. И последнее. Я знаю достоверно, что в отдельных правительствах Европейского Союза уже для себя на уровне людей, но на уровне людей, которые принимают решения, принято решение такое. Даже если завтра, например, завтра, послезавтра, в следующей неделе господин Трамп уйдет в отставку, вместо него придет какой-то другой президент, который извинится за все то, что произошло, возврата больше нету. Точка невозврата в взаимоотношениях с Соединенными Штатами Америки пройдена. Нужно теперь рассчитывать только на себя. Што ж, мы павінны паговорыць пра беларускі аспект, бо бліжэйшыя месяцы, дакладней там і верасні будуць тыя ж самыя вучэнні захад, которые столькі прынеслі турбот суседзям Беларусі, і калі ў 22-м годзе войскі засталіся расійскія, адсюль менавіта з тэрыторыі Беларусі атакавалі Кіеў, то наколькі, па-вашаму, зараз верагодна магчымасць уцягвання Беларусі вайну Расіі супраць Украіны? На сёння многія эксперты ўжо паставілі кропку ў гэтым пытанні, але іншыя заявляюць, што ўсё магчыма і гэта нельга выключаць. Ну, теоретически это может быть, еще раз, это может быть. Мы видели за 3 года этой войны, что даже самые нереальные сценарии, которые, казалось бы, господи, ну это сумасшествие какое-то, они оказывались рабочими. Поэтому мы оставляем какой-то процент, полпроцента вероятности, что Беларусь может быть втянута в эту войну. Да, даже путем, не знаю, там, не спрашивать у Лукашенко, хочет он, не хочет, не знаю, там, отстранить его каким-то путем от власти и самим принять решение о вовлечении Беларуси. Это все может быть. Но, как по мне, сейчас самый такой реальный вариант
Республика Беларусь, она пытается получить опыт от российской армии, потому что вы прекрасно знаете, что у белорусской армии опыта военных действий нету. Последний более-менее опыт военных действий, который можно хоть как-то там с натяжкой натянуть, был у белорусской армии, это афганская авантюра времен Советского Союза. После этого боевых действий не было. Вся армия, она замерла вот в тех параметрах конца 80-х, начала 90-х. 80-х, так, Да, хутчэй. 90-х годов. Да, 80-х, начало 90-х годов. Поэтому пытаются получить опыт максимальный от российской армии. И еще одна вот сверху вишенка. Втягивание может быть в виде размещения на территории Республики Беларусь производственных мощностей российской армии, снаряды, беспилотники, комплектующие. Расчет какой? Республика Беларусь близко, Смоленская область. Толькі хацела якраз падзякаваць нашаму эксперту, бо падыходзіў час нашай размовы да заканчэння, але закончылася злучэнне з-за тэхнічных праблемаў. У прынцыпе, мы абмеркавалі ўсе тэмы, якія хацелі з Іванам Ступакам. Гэта вайсковы эксперт, былы супрацоўнік СБУ.